день, дорогие друзья! В эфире программа, где мы учимся понимать язык своих детей, своих друзей, своих коллег. Ведь что может быть проще и что может быть сложнее? Понимать друг друга с полуслова, с полужеста. Здравствуйте, дорогие друзья! В эфире телешоу «Телеактивно». С вами мы, Лена Андреева и Ларина Сукуева. Итак, мы рады представить вам наших игроков. И сегодня вместе с нами играют участники творческого объединения Yakutian Stars Entertainment. И мы рады пригласить в нашу студию первую команду. Это Туяра Петрова, Сардана Хаврова и Александр Чириков. Здравствуйте, друзья! Привет! Очень рады вас видеть в нашей студии, таких ярких, красивых. Расскажите, пожалуйста, как вы назвали свою команду и какой у вас девиз? Наша команда «Мстители». Наш девиз – гореть самим и зажигать других. Участница группы АЕН Сардана Хаврова работает менеджером по продажам и помимо пения рисует, читает и изучает китайский язык. На наш вопрос, почему выбор пал именно на китайский, отвечает, что ей нравится его звучание. Он словно музыка и его иероглифы. Правда, Сардана пока не поет на языке поднебесной, в ее репертуаре песни на русском, якутском, английском и корейском языках, и ближе по духу ей жанр R&B. Александр Чириков – участник группы iStone, учится в СФУ, его будущая специальность – преподаватель якутского языка. Но он уже работает в 23-й школе педагогом доп. Образования. Петь начал в 8 классе, когда состоял в вокально-инструментальном ансамбле. Там научился играть на гитаре, барабанах, там и раскрылся его талант певца. Из музыкальных жанров предпочтение отдает року и балладам, и поет Александр на 3 языках – английском, русском и якутском. Туяра Петрова, так же как и ребята, успешно совмещает свою музыкальную деятельность с работой. Туяра – юрист в юридической компании, а ее хобби связано с музыкой и пением. Она пишет песни и аранжировку к ним, слушает разных исполнителей. Совсем недавно группе АЕН исполнился 1 год. Девушки многое достигли за это время и признаются, что их уже узнают на улице, что очень приятно, хотя и непривычно. А теперь давайте поприветствуем вторую команду. Это Эдита Слепцова, Айгуль Неустроева и Михаил Неустроев. Здравствуйте! Здравствуйте! Очень рады вас видеть в нашей студии. Пожалуйста, название вашей команды и, возможно, девиз. Да, конечно. Наша команда Dream Team! Наш девиз От мечты к цели, от цели к результату! Участница группы АЕН Эдита Слепцова окончила институт водного транспорта и по специальности она инженер-энергетик. Но еще во время студенчества поняла, что ее призвание – это музыка, ведь поет она с детства. Любит слушать разножанровую музыку, считает себя меломаном. Студент СФУ Михаил Неустроев учится в Институте математики и информатики на программиста-связиста. Помимо этого подрабатывает репетитором. Готовит старшеклассников к ЕГЭ и ОГЭ. Признается, что из-за пандемии и дистанционного обучения у многих ребят возникли пробелы в математике, и задача Михаила их устранить. А главным своим увлечением молодой человек считает музыку. Он меломан, но больше предпочитает инди-рок. А еще любит готовить, читать и смотреть фильмы и сериалы. Айгуль Неустроева – певица с профессиональным музыкальным образованием. Она окончила музыкальный колледж имени Жиркова по специальности эстрадно-джазовый вокал. Сейчас Айгуль работает музыкальным руководителем в детском саду, а в свободное время любит заниматься кулинарией. Когда приходит вдохновение, пишет аранжировки, читает биографические книги, смотрит документальные фильмы про таких артистов, как Фредди Меркьюри, Дженнифер Лопес. А правила игры таковы. Все участники разбиваются на 2 команды. Команда красных начинает игру первой. И чтобы определить, кто приступает первым, каждой команде будут заданы по 3 вопроса из школьной программы. Вопросы будут заданы рандомно и по таким школьным предметам, как математика, русский язык и литература, химия, биология, география, история и даже английский язык. Вам придется вспомнить все, что вы проходили в школе. Вопросы задают учителя якутских школ. Если же команды дадут одинаковое количество верных ответов, капитанам предложат бросить кубик, чтобы определить, кто приступает к игре первым. Далее игрокам нужно будет объяснить в своей команде слова или фразы, указанных на карточке. При этом нужно уложиться в 45 секунд. За каждое правильно угаданное слово или фразу команда приближается к финишу и победе.
Каждый из членов команды в строгой очередности демонстрирует слово или фразу тем способом, который изображен на клетке игрового поля, где потенциально может находиться фишка. Но передвигаться можно только в том случае, если команда слово или фразу угадала. А вот если игроки не поняли расплывчатые объяснения товарища, фишка будет стоять на месте. Выигрывает та команда, которая первой дойдет до финиша. А теперь смотрим на саму карточку. Если нарисован говорящий человечек, значит нужно объяснить слово или фразу. В этом случае нельзя использовать однокоренные слова. Если нарисованы кисть и карандаш, значит нужно немного побыть художником, чтобы попытаться изобразить слово или фразу на доске. Если на карточке вы видите маску, вам придется стать мимом и с помощью жестов и актерского мастерства объяснить членам своей команды нужное слово или фразу. По пути на поле игроку может попасться клетка телеактивна, в которой спрятался кот в мешке. А это значит, что вам будет предложено несколько вариантов вопросов. Назовем их «Вопросная троица». Первый. Будет задан музыкальный видеовопрос от артистов Государственной филармонии Якутии. Второй вариант. Вопрос от самых младших экспертов нашей программы. Ну и третий, будет дано задание «Стоп-кадр». А чтобы вам не было легко, мы решили усложнить игру. Если брошенный вами кубик покажет цифру 6, вам опять же будет предложен вопрос из вышеназванных 3 вариантов. Эта же участь ожидает игроков, если в конце игры ходов осталось меньше, чем на выпавшем кубике. В этом случае игроки выполняют 2 задания. Пантомиму – это завершающая клетка игрового поля. Вторым заданием станет вопрос из вопросной троицы. Итак, в студию мы вначале пригласили команду с Александром Сарданой Туяра, и поэтому вопрос из школьной программы звучит вначале для вас. Почему Александр Меньшиков, ближайший сподвижник Петра I, не прочитал ни единого его указа? Интересный вопрос от учителя истории 23-й школы. Вы можете пока посовещаться. Александр Меньшиков. У вас есть 45 секунд. Лена наверняка, как историк, уже знает ответы на этот вопрос, но подсказывать мы не будем. Ответить на этот вопрос Александр Туяра и Сардана. И, наверное, у них уже есть предположение. Ваш ответ? Мы считаем, что он не умел читать вообще. Ага, интересное предположение. Давайте сверимся с учителем истории. Так это или нет? Так, потому что Александр Меньшиков был неграмотный. Да. Так, команда Александра зарабатывает 1 очко. Так, теперь команда во главе, наверное, все-таки, я думаю, что капитан команды у нас Михаил. Внимание на экран, вопрос для вас. Назовите, пожалуйста, сколько костей у взрослого человека? Примерно где-то больше 200. Но хотя бы 250. надо какое-то точное число указать. Где-то 230-250. 230-250. Давайте узнаем у учителя биологии, сколько же на самом деле. У взрослого человека 206 костей. Вот. И по мнению учителя биологии об этом нужно знать. 206 костей. Так, второй вопрос из школьной программы для вас. Внимание на экран. Назовите условную линию, которая делит Землю на 2 равных полушария. Точно, да? Михаил возмущен, почему легкие вопросы достаются им, да? Мы вам говорили, что вопросы задаются рандомно. Мы специально их не выбираем, и у вас есть уже вариант. Это? Экватор. Экватор. Ну, давайте сверимся с учителем географии. Эта линия называется экватор. Александр Сардана Туяра зарабатывает уже 2 очка. Второй вопрос из школьной программы для Михаила, Игули и Диты. Куда поместить лимонад, чтобы он быстро охладился? Лучше в снег или же в лед? В снег или в лед? Мы думаем, что в снег. Давайте узнаем, так это или нет. Лучше положить в лед, потому что лед имеет маленькую удельную теплоемкость. Так, вот. Так, третий вопрос для команды Александра Сардана Туяра. Сколько падежей в русском языке? Все, отвечаем. Сколько? Считают на пальцах?
6. А, 6, ага. Давайте сверимся с учителем русского языка. Ваш ответ принят. В русском языке 6 падежей. 3 балла. 3 балла. Ну, справедливости ради, мы вам все равно зададим последний вопрос из школьной программы. Внимание на экран. На территории какого региона в европейской части России проживает народ, исповедующий буддизм? Ну, на юге у нас какие регионы, да? Самый южный, наверное, Алтай. Поэтому пусть будет он. Пусть будет Алтай, да? Так, ваш ответ принят. Давайте сверимся с учителем географии. Народ европейской части России, исповедующий буддизм, это калмыки. Европейская часть, да. Вопрос нужно было слушать внимательно. Это Калмыкия. Итак, мы определили, что командой красных становятся Александр, Сардана и Туяра. Присаживайтесь на красный диванчик. Михаил, Айгуль и Эдита присаживаются на синий диванчик. Команда красных начинает первой. Так, Александр бросает кубик. Let's go. Хорошо. Какую цифру? Алта. Давай. Один. Вам предстоит порисовать. Но вначале, Александр, подходите к нам, к нашему столику. Выбирайте любую карточку, которая вам нравится. Смотрим на голубой фон. И задание. Вот вам нужно нарисовать вот это вот, чтобы ваши девушки угадали. Точь в точь. Да. Время. Все нарисуй. Человек. Девушка. Как хорошо рисует. Да. Рапунцель. Силуэт. Сережки. Портрет. Анфас. Сбоку. Красивая девушка, идеальный профиль. Красивая девушка. Надо угадать слово. Идеальная девушка. Идеальная женщина. Красивая женщина. Писать нельзя? Красивейшая девушка. Можете что-то дополнить? Это правильно, да? Красивая девушка. 3 секунды. Профиль красивой Ваш ответ? девушки. Волосы красивой девушки. Время. Ответ какой? Самая красивая девушка. Очень красивая девушка. Вы почти угадали? Ну, рядом, да. Тут с этими очень и не очень, да. Команда синих продолжает игру. Михаил бросает кубик. Давай, Миша. Мы верим в себя. Какую цифру хотите? 5, 6. Почтем, давайте пантомиму. 4 либо 3, да? Ага. И опять рисовать. Рисовать. Так, Михаил тоже подходит к нам. Выбираем карточку. Время. Профиль девушки, Дамир. Королева, принцесса. Это что? Снежная королева? Да. Так, Эдита угадала. И, Михаил, двигайте вашу фишку на один шаг вперед. Ту-ту. Да, как в театре. Здорово, спасибо. Можно сказать, что наша игра стартовала. Команда красных продолжает. Бросайте кубик. Давай, Сархо. Сардана. Один. Тут уже нужно говорить. Сардана, тоже выбирайте карточку. Смотрим на розовый фон. Время. Точки, круг. Это что? Три человека. 3 человека? Пингвины. 3 пингвина. 3 пингвина на айсберге. 3 пингвина На льду. на льду. 3 пингвина. Шкипер на то хуйня. Что, они, смотри, они же отвали. Их поплыли куда-то. Путешествие 3 Пингвинов. Пингвины из Мадагаскара. 5 секунд. Пингвины на острове. Пингвины остров. Остров пингвинов. Остров 3 пингвинов. Остров 3 пингвинов. 3 пингвина на острове. Ну, Ответ какой? будем считать. Остров с пингвинами. Остров с пингвинами, да. Пингвинами. С пингвинами. сказал. Сказала что-то такое. Нет. Почти. Ничего.
Так, Эдита бросает кубик. Какую цифру вы хотите? 6. Oh, no. Да, это стоп-кадр. Как я вам говорила ранее, присаживайтесь. Присаживайтесь. Эдита, на этот вопрос вы отвечаете вместе втроем. Внимание на экран. Вам нужно угадать, из какого кинофильма или сериала этот стоп-кадр. Стоп-кадр. Так, Яра уже угадала, да? О чем идет речь. Но вопрос адресован для Михаила, Айгуль и Эдиты. Ну, здесь В принципе, можно. по цвету кожи средневековый период, белые волосы, Блондин. Таргариены, да. Это либо «Игра престолов» или «Дом драконов». Это Дом Эдита, наверное, в кадре. «Дом драконов» мне последний Так, и ваш окончательный вариант какой? «Дом драконов». Дом драконов? Хорошо, ваш ответ принят. Давайте посмотрим, так это или нет. Стены черного приюта — неприступные базальтовые скалы. Замок окружен глубоким, Да? Ага, это Рейнира. Наше поздравление. Это Дом драконов. Я, кстати, думала, что вы ошиблись. 6 шагов вперед. И 6 шагов делает Ура, команда благодарю. синих. Здорово, Эдита. И раз, два, 3, 4, 5, 6. Супер. Приглашаем команду красных. Пожелаем тоже Я удачи. рада. Туяра, Шестерку тоже. давай. И рисовать. Какой раз? Время. Круг, Круг. остров, Еще один круг. озеро, лед, коньки, фигурное катание, бассейн, Бассейн. Футбол. аш, Мяч. колесо, Колесо. планета, Машина. Солнечная система, Подожди, это птица была. Зоопарк. Гнездо. Зоопарк. Динозавр. Нет, слон. Слон. цирк, Цирк. цирковая площадка, Большой купол цирка. цирковая арена. Мамонтенок. Все, Цирковая арена. правильно, да? Цирковая. Арена цирка. Арена цирка. Оставалось 4 секунды буквально. Супер. Вы справились с этим заданием. Делайте шаг вперед. Торжественный. Ура! Раз. Супер. Но действительно, это задание попалось каждому члену команды красных. Так, команда синих продолжает игру. Бросайте кубик. Чья очередь? Айгуль. На очереди. Айгуль. Гуля, давай. Тоже шестерку. И это центральная клетка, наш кот в мешке. Айгуль, присаживайтесь на диванчик, и сейчас вам будет предложен музыкальный вопрос. Я думаю, что вы с ним легко справитесь. Вопрос задают артисты Государственной филармонии. Внимание на экран. Итак, меломан Михаил, наверное, уже знает ответ на этот вопрос. It's a final time. Это команда Европа. Ну, Юру. Но название вы указали верно. Так, делайте шаг вперед. Торжественный шаг. Торжественный шаг вперед. Вперед. Вперед, да, на центральную. Со озвучкой. Со озвучкой, супер. Так, и команда красных продолжает игру. Удачи! Только не один. Шестерку. 2. И- Пантомима. и- Пантомима. Александр сперва тоже к нам. Выбираем карточку. Время. Куртка, верхняя одежда, жилет. Все. Да, жилет. Супер. 2 шага вперед. 2 шага вперед Команда делайте. красных. Раз, два. Приглашаем команду синих. Пожалуйста. Надо, да? Сколько нужно? Шестерку сразу. Да без разницы.
Повезло. Раз, два, Раз, три, два, три, четыре, пять. Слова. Говорить. Говорить. Желтый фон смотрим. Время. Человек, который только родился, Ага, новорожденный. по-другому Ребенок, младенец, еще малыш, по-другому, малыш. еще по-другому. Это мой... Ребенок. Ага. И он, когда ему очень грустно, он Плачет. что делает? Ребенок И плачет, вот кричит. это соедините эти слова вместе. Плачущий ребенок. Плачущий ребенок. Нет. Нет. В правильной форме должно быть. Ой-ой-ой. Первое слово какое было? Ребенок. Плачет. Плачет. Да, ребенок плачет. Ребенок Всё, да. Правильно. То есть тут глагол, да. Я сам перепутал. 5 шагов вперед, пожалуйста, команда синих. Раз, два, три, четыре, пять. У вас осталось 2 шага, и если кубик покажет больше, чем 2, я напоминаю, вам нужно выполнить сразу 2 задания. А между тем команда красных пытается догнать команду синих, и кубик бросает кто у нас? Сардана. Сардана. Ча. Давай, Сардана. Заветная шестерка. Да, надежда только на нее. Подальше. Нет. Так откровенно. Ну, плевать. Раз, два, три, Рисование. четыре. Рисовать. О, Время. Круг. А, Спать. Спать. Нет, это- Человек спит. Комната. нет, это пляж. Пляж. Ага. Гавайи. Пляжный. Как там его? Пляжное место. Нет слова. Это... Лежак. 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 На краю моря. На берегу. На берегу моря. Ага, лежак на берегу. Лежак, море, пляж. Лежак в пляже. Пляж в лежаке. Лежак на пляже. Оставалось 6 секунд, и вы угадали. Сардана, а это 3 слова, да? Я думаю, что за кругляшки такие? Ну, как хитро, да, все верно. Так, делайте 4 шага вперед. Здорово. Молодцы. 4 шага вперед. Раз, два, три, 4. Команда синих продолжает игру. Так, Эдита бросает кубик. И 4. Как я вам говорила, что если вам кубик покажет больше, чем 2 шага, значит, нужно выполнить 2 задания. Первое задание — пантомима. Подходите к нам, выбираем карточку. Смотрим на голубой фон и маску на нем. Время. Лист бумаги. Парта. Читает. Книга. Стол. Книга. Что? Книга. Библиотека. Стол. Пишет книгу. Письмо. Писатель. Еще что-то другое. Рюкзак. Ага. Школьник. Ага. Школьник пишет домашнее задание. Это что? Книга. Школьник читает Учебник, книгу. алфавит, энциклопедия, произведение, сочинение. Школьник рисует. 10 секунд. Пишет что? Учебник. Квадратное еще что? Учебник. 3 секунды. Альбом. Тетрадь. Школьник тетрадь. Ну, прям можно было угадать. Но Тетрадь школьника. Тетрадь школьника. если бы вам было дано чуть больше времени, вы бы непременно угадали. Ваша фишка стоит пока на месте. Команда сердце отлегло, да. Команда красных. Так, команда красных, давайте, нужно догнать. Тиара, давай. Шестерку. 6. Шестерку. Давай. Целует, да? На удачу. Так, Или активно. так, это музыкальный вопрос. Симфонический оркестр Якутской государственной филармонии задает вам вопрос. Сложно, да, как будто бы? Вы поняли? С какого-то фильма была.
Ну, вы же видите на экране Симфа-рок. Это известная роковая композиция. Но мелодия узнаваемая, да? Но вот... Как будто якутская даже. Не, мелодия даже не узнаваемая. Даже не узнаваемая? Из-за симфонического, наверное. Это Битлз, может? Александр? Ладно. Пусть будет Битлз, да? Так, это, конечно, не Битлз, это Металлика. Nothing else matters. Что-то знакомое. Название я бы тоже не дала бы, вот, но Металлика, она узнаваемая. Да. Так, ваша фишка стоит на месте. Команда синих продолжает игру. И я хочу напомнить, что у вас осталось 2 шага до победы. Если кубик покажет больше, нужно будет выполнить 2 задания. Раз, два, 3. 2. Так, Айгуль, если вы справитесь с пантомимой, ну, значит, вы победители. Достала из кармана что-то. Ключик. Открывай дверь. Тайная комната. Вор. Ключ потерял. Да. Потерянный ключ. Потерять ключ. Ключ потерял. Потерянный ключ, типа... Потерял ключ. Ключик, не... Закрытая дверь. Не открывай. Не открывай. Что? Закрытая дверь, да. Искать ключ. Не открытая дверь. Не открытая. Потерял ключ. 10 секунд. Потерял ключ. На кону победа. Смятение. 5 секунд. Чё? Время. Ответ какой? Ответ какой? Ответ какой? Я говорю, да? Ага. Ключи, забытые дома. Вот именно в такой форме нужно было дать ответ. Да, варианты вы давали рядом. Но хорошо показывала Айгуль, мне кажется. Так, мне очень нравится, как Александр реагирует на промахи и неудачи оппонентов. Бросайте кубик. Александр. Шестерка. Все правильно. 3. Раз, два, 3. Рисовать. Рисовать, да? Рисовать. Время. Так, это что? Это что? Диаграмма. Сердцебиение. Волны. Волны. Корабль. Берег. Обрыв. Волны. Берег корабля. Берег моря. Обрыв. Первое слово обрыв. Штурвал. Как это? Нет. Как там его? Скала. Скала. 5 секунд. Скала, волны и горы. Скала. Время. Ответ какой? Скалистый берег. Вы почти и скала, и берег вы говорили. Да. Но в разных местах. Александр, замечательно рисуете, очень понятно, мне кажется. Да. Команда синих у нас продолжает игру, и в 3-й раз мы уже пытаемся понять, выиграют они или нет. 2 задания. Пантомима первая. Время. Солдат. Сумочка. Сумка. Сумка. Присаживайтесь. Второе задание. Внимание на экран. Можете отвечать всем. Сумка с миллионами. Стоп-кадр. Звездные войны, что ли? Видят через бинокли, да? Человек с костюмом повстанца. Недавно вышел сериал тоже. Этот Оби-Ван Кеноби про джедая. Но я его не видел, но думаю, что это он. Джедай? А у вас есть идеи? Нет. И ваш ответ. Возможно, вы станете победителями сегодняшней игры, ответив правильно. Ну, сложно, потому что... Ну, если это «Звездные войны», там у них несколько сериалов недавно вышли, да? Это «Мандалорец» и «Оби-Ван».
Ну, так как последним вышел Оби-Ван, поэтому пусть будет он. Оби-Ван Кеноби. Сериал. Давайте сверимся и посмотрим продолжение этого стоп-кадра и убедимся в правильности вашего ответа. Вижу 6. Ходячие мертвецы, да. Такими станешь. Вот так вот. Ходячие мертвецы, да? У Александра опять отлегло от сердца, да? Да, Саша? Да? Так, это стоп-кадр из кинофильма «Ходячие мертвецы». Вообще, И команда красных продолжает игру. Фишка синих стоит на месте, а команда красных, у них есть шанс догнать и одержать победу. Раз, два, три. Так, раз, два, три. Говорить. Говорить. Так, время. Это фрукты или овощи типа сливки. Но где буквы меняем? Фрукты или овощ? И определение это. Арбуз. 2 слова. Сливовый. Нет, две буквы меняем первые. Какая будет? Ива. Так. Ливковая. Оливковое. Оливковая. Ага. Оливковое. И Дерево. Оливковое масло. где растут деревья по-другому. Поле по-другому. Лес. Поле. Нет, на букву Родина. Роща. Ага. Соедини. Оливковая роща. Да, верно. 4 шага вперед. Жесткая. Итак, давайте. Раз, два, три, 4, 5. А, нет, 4. 5 будет. Так. Команда синих немножечко напряглась, да, потому что в одном шаге уже. И пантомима вас ждет, Эдита. Время. Открывашка. Открывашка, консервная банка. Консервная. Консервная открывашка. Открывашка для консервы. Молоток. Нож. Ага. Нож. Консервный нож. Так, присаживайтесь, Эдита. И теперь вас ждет стоп-кадр. Давайте. Я, кажется. Так, Михаил уже угадал, да? Какой ответ? Ага, это он. Вот это, да? Ретро-стиль, ретро-машины. Детки. Люди со знакомыми волосами. Вот рыжая сидит. Со знакомыми волосами, да? Ответ тогда какой? Очень странные дела. Девочки согласны, да? Да. Давайте посмотрим, так это или нет. Пожалуйста. Может, нам не стоит быть здесь? Тут точно что-то не так. Фред, а какие знакомые волосы вам показались знакомыми? Рыжие. Нет, а я подумала, как раз у кудрявый мальчик, я забыла, как его зовут, в кепочке, который шепелявит. Да. Ну, мы поняли друг друга. Вы можете сделать 2 шага вперед и поставить свою фишку на финиш. Давайте. Вместе. Торжественно. Раз, два, И победителями сегодняшней игры становится команда синих. И мы вам вручаем сертификат на 1500 рублей в кафе Дандан, туда, где вкусно. Приятного аппетита! Команда красных расстроились сильно. Я думаю, что Александр расстроился, да? Очень хотелось победить. Их победа, потому что вы US Entertainment. Ну да, вы в кафе, наверное, пойдете все равно все вместе. Что было самым сложным и, может быть, самым несложным в этой игре? Ну, сама игра была легкой, ну, нормальной. Просто нам попадались только рисунки. И вот эти вот всегда 1 или 2 только шагов попадалось. Кубики, то есть так вот, да, исход. Как вам вопросы из школьной программы? Вы ответили на них блестяще. 3 вопроса было задано, на 3 вы ответили. То есть учились вы в школе, наверное, все прекрасно, да? Вы отличники?
Да, я да. Ну, да. Не, да, я нет. Так, ну они были легкими для вас или, может быть, как-то вызывали сомнения? Если бы все вопросы были такими. Да. Когда вы шли на эту игру, вот какого задания вы больше всего боялись? Да, больше, наверное, Школьная программа. Потому что уже столько лет прошло, можно подзабыть многое. Ну, а команда синих, школьная программа, как вам? Понравилась или было сложновато? Ну, чуть-чуть удача была не на нашей стороне. Все так обернулось хорошенько, и мы покушаем сегодня. А так? Ну да, все было очень интересно, и после стольких лет, после школы, да, мы немножко подзабыли школьную программу. Но ничего, мы победили. В основной игре вот какое задание вас больше всего смутило и, наоборот, порадовало? Были такие? В принципе. Не вот, может быть, рисование вы вот прямо не хотели рисовать, либо наоборот? Наоборот, здесь все было очень интересно. Вот в филармонии немножко сложно было. Когда такая филармония, симфония играет. И стоп-кадр тоже. Такие с подвохом стоп-кадры. Это точно, с подвохом. Спасибо вам за участие в нашей программе. Ну а молодых ребят мы не можем отпустить без песни. Егенин, мен билбитим жол антанын тарыдыне сүрәхпин. Егенин, таптабытым бу бар бир олоғу, әнилин мен или бәр. Ребятам, наверное, не очень удобно было танцевать в наших смешных. Огромное вам спасибо за участие, за этот прекрасный вокал. Но мы, друзья, на этом с вами прощаемся. И вы наверняка убедились, что порой даже самое простое слово трудно угадать. Учитесь понимать друг друга вместе с нами. Это была игра «Телеактивно». С вами были мы, Лена Андреева и Ларина Сукуева. Встретимся на следующей неделе. Пока!